Люсь, кто ты? Привет, я журналист, медиапродюсер. Я учусь в Высшей школе экономики, работаю с проектами Высшей школы экономики, такие как «Фактор». Это шоу талантов в мобильном приложении. И с проектом «Тужур. Дневник двух журналистов», который выходит на телеканале «Поехали», Первый канал, Всемирная сеть. Как ты вообще пришла к поступлению на журфак? Почему журналистика? Я не знаю, как у меня это случилось. Я считаю, что это одна из тех историй, когда это называют призванием. Моя бабушка журналист, она работала в разных районных и прочих газетах в свою молодость, и она потрясающе пишет, у нее прекрасный слог, и она все детство занималась со мной и с моей сестрой разными развлечениями, например, составлять рифмы стихотворений из разных абсолютно рандомных слов. И мы этим занимались все лето, часами могли играть в карты и составлять стихотворения с разными словами. Наверное, у меня оттуда какая-то тяга к этому. Не знаю, на самом деле она просто как-то пришла ко мне из космоса. Вообще, как ты считаешь, каким людям нужно идти в журналистику и каким, соответственно, не нужно ни в коем случае? Мне кажется, что нужно идти туда всегда, когда ты понимаешь, зачем тебе это нужно, к чему это тебя приведет. Точно вряд ли стоит ориентироваться на то, что ты неплохо пишешь, потому что это никогда не критерий того, что ты станешь хорошим журналистом. Наверное, лично для меня и лично те навыки, которые пригодились мне, это какая-то жесткость, немножко стервозность и напор. Но при этом там какая-то доброта, тоже доброжелательность к людям и умение с ними о чем-то договориться всегда. Наверное, в этом какой-то аспект лежит того, что ты будешь успешным в профессии. Хотя, с другой стороны, определенно точно сказать, что вот ты иди, а вот ты не иди, нельзя. Вы должны это как-то почувствовать, понять, позаниматься этим. Благо в журналистике есть возможность заниматься журналистикой, медиа, чем угодно, хоть с 13 лет. Как ты вообще считаешь, каких навыков не хватает поступающим, абитуриентам, чтобы определить свой путь и не ошибиться в нем? Из всех ребят, которых я сейчас готовлю к поступлению на журналистику в вышку, я замечаю, что им не хватает как раз такой хорошей, здоровой борзоты. Потому что когда доходит речь до собеседования, они начинают мяться, стесняться, они боятся себя похвалить, боятся показать, боятся сказать чуть громче о себе, чуть более ярко. И на фоне всех остальных выглядеть более уверенно. И вот этой уверенности почему-то не хватает современным 11-классникам, абитуриентам журфаков. И не хватает, наверное, полного представления о том, чем они будут в дальнейшем заниматься и зачем они туда идут. Потому что кто-то идет... я не говорю сейчас про Высшую школу экономики, потому что туда идут очень мотивированные ребята, у которых очень крутое портфолио, которые представляют, зачем они идут. Вообще на журфаке я замечаю, что идут просто ради того, чтобы поступить, потому что журналистика в глазах родителей и бабушек выглядит очень неплохой, но творческой при этом профессией. И при этом я умею неплохо писать, у меня по сочинениям 5. Наверное, я журналист там от Бога. Такие есть определенные ключи. Мне кажется, что не хватает как раз уверенности и четкого понимания, зачем и куда ты идешь. А как вот это понимание развить? Как уже в школе понять, куда идти, чтобы не приходить в вуз и потом не просиживать штаны ради диплома? Слава богу, у нас сейчас есть интернет, и можно погуглить фестивали, можно погуглить школы, студии журналистики, погуглить журналистика для детей, центры журналистики для детей, погуглить, куда можно отправить статью. В общем, заняться ресерчем. Первый главный навык журналиста, который он должен уметь делать всегда, это ресерчить, находить информацию и желание. Если ты хочешь что-то найти, ты найдешь. Есть волжские встречи, есть «Детям дали камеру», есть «Волга Юнпресс», есть в Орленке «Бумеранг», есть все что угодно, есть огромные организации, есть Лига юных журналистов, которая предлагает массу тоже мероприятий для развития, для хорошего упорного старта. Если вы студент, то есть «Медиа Крым», «Таврида», и те же самые фестивали в том числе. Вот мы сейчас поговорили с тобой больше о людях, которые, в принципе, уже представляют, что они хотят журналистику. А если человек оканчивает, допустим, 9 или 11 класс, у него в голове просто пустота, родители говорят, нужен диплом, вот что в таком случае делать? Не знаю. Если у него в голове пустота, надо чем-то ее заполнить. Найти хобби, интерес. Я всегда говорю, что ищите ваше хобби. Вот что вам нравится делать всегда.
что вы готовы делать даже тогда, когда вы можете отказаться от завтрака, от обеда, от ужина, от похода погулять с друзьями и так далее. Я всегда знала, что я готова потратить все свое свободное время, отказаться от домашки по математике и по русскому языку ради того, чтобы прошифровать, написать, смонтировать сюжет, написать статью. Я готова была накопить деньги на поездку на фестиваль, и я понимала, что вот ради этого дела я готова лечь костьми. Очень грубое выражение, но в целом оно так и было, потому что я очень хотела этого. И вам нужно найти то, от чего прям глаза горят, ручки трясутся, и вы готовы бросить все, лишь бы вот оказаться на съемке, не знаю, за рабочим столом с документом. У меня есть знакомая, которая учится на юриста, ей настолько это нравится, что она этими договорами занимается бесконечно. Тут вот такая проверка, тут вот такие вот стороны, интересненько, а надо покопаться вот там вот. И она прям работает с этими бумажками абсолютно гениально и профессионально. Вот найдите то, что вас вдохновляет. А все-таки сама ты для чего шла в журналистику? Да не знаю, для чего шла, для удовлетворения своих собственных потребностей. Все мы делаем для того, чтобы удовлетворить свои какие-то, закрыть свои гештальты, закрыть свои желания, потребности. Профессия для меня все равно, что как поесть, сходить. То есть это такое же абсолютно для меня неотъемлемая моя часть, неотъемлемая моя потребность. И я шла для того, чтобы ее удовлетворить. Ну и вообще, если очень честно, то я хочу признания, я хочу какой-то славы, потому что слава и признание — это в целом очень взаимосвязанные вещи. Я хочу создать в итоге какой-то вот финальный своей карьеры пиковый продукт. Это тот продукт, которым будут пользоваться все. То есть все знают, что такое Netflix, и все смотрят сериалы Netflix. Все пользуются ВКонтакте. Павел Дуров создал ВКонтакте продукт, которым пользуются все, и в котором нуждаются все. И вот я тоже хочу такой продукт, в котором будут нуждаться все. И, наверное, я сейчас борюсь и работаю над этим. И за этим я приходила. Люсь, ты поступила в высшую школу экономики. Это вуз твоей мечты? Да, вообще, бесспорно. Почему? Я главный амбассадор высшей школы экономики. Меня сейчас поступают друзья, у меня очень много друзей-медийщиков. Как раз это тоже плюс фестивальной жизни вот такой, потому что вы находите своих коллег-единомышленников и формируете комьюнити. Я даже когда поступала, говорила, кто поступает на журналистику в вышку и на журфаки в целом, если я их не знаю? Ну вот, типа, что за люди такие, которые не ездят по фестивалю? Ну, это шутка. Я всем говорю, что вот вышка, для всех направлений подходит вышка. Вуз моей мечты, потому что это единственный университет в стране, я могу об этом вполне серьезно говорить, пообщавшись с другими ребятами, со своими одноклассниками, с друзьями, которые учатся в других университетах, в котором ты не протираешь штаны. Это серьезно так, к тебе очень уважительно относятся, на тебя смотрят как на коллегу. У нас даже есть такой прикол, типа, доброе утро, коллеги, нас все преподы называют коллегами, это безумно приятно признавать себя частью комьюнити, в которое входит, например, Сергей Львович Корзун, наш любимый преподаватель, основатель радио «Эхо Москвы». Или там Марина Королева, которая вела программу про русский язык, которую все знают, вот. Это очень приятно быть с ними заодно. И это тот университет, в котором ты не заплатишь за сессию, это невозможно, в котором, в принципе, тебе готовы пойти на уступки, если ты, правда, очень много работаешь. Это тот университет, который реально дает тебе профессию, а не просто какие-то знания по ВГОСу. Профессию в том смысле, что мы обязаны проходить практические проекты до конца 4-го курса, чтобы заработать 15 баллов. И эти 15 баллов можно заработать исключительно на практике. При этом практиковаться ты можешь как в журналистике, как в своей профессии, так и пойти, допустим, на научный проект по политологии и тоже получить те же самые баллы. Это все безумно интересно, и это делает диплом не просто корочкой, это делает диплом подтверждением того, что ты набрал много навыков, много практических, ты умеешь делать что-то руками. И поэтому я считаю, что вышка определенно лучший вуз в стране, ну вот по своим каким-то направлениям и категориям. Естественно, там с Мехматом МГУ соревноваться сложно, потому что это общепризнанный стандарт качества в этом образовании. А вот в быстро меняющемся мире медиа и в мире социальных технологий, в мире рекламы, вышка — это самое удобное, самое прекрасное вложение в образование, потому что она точно так же быстро меняется, она очень молодая, мобильная, и суставы у нее еще быстро работают. Как ты считаешь, что не хватает современной школе и современному университету именно в России? В современной школе не хватает примерно всего. Я думаю, что сейчас пандемия, я наблюдала за своей младшей сестрой, которая заканчивала 11 класс, прекрасно показала, что учиться
в дистанционке в школе абсолютно потрясающее. Ходить в школу — это пустая трата времени в старшей школе, когда там, допустим, до 7-8 класса у тебя формируются какие-то социальные связи, какие-то навыки общения, ты формируешь свои интересы и общение, ну, как бы навыки подчинения в том числе, которые в России, к сожалению, нужны. Это нужно. А после, когда у тебя появляется некая свобода, у тебя появляется некое чувство самоопределения в обществе, то есть кто-то пловец, кто-то журналист, кто-то наркоман, ну, то есть как бы все понимают, что каждый нашел себя в этом мире. Стоит переходить, мне кажется, на дистанционку, потому что остается больше времени для занятия той же журналистикой. Если бы я училась в 11 классе на дистанционном обучении по Zoom 2 урока в день, поверьте, я бы поступила бы на бюджет. Как поступить в вышку, раз уж заговорили об этом? Как поступить Желательно в вышку? на бюджет. На бюджет я не буду рассказывать, как поступать. Хорошо сдавайте ЕГЭ, хорошо учите в школе, хорошо, в общем, работайте на ЕГЭ. Кстати, вообще гениальное открытие недавних моих дней — это то, что к ЕГЭ можно готовиться в Инстаграме очень потрясающе. Я нашла сейчас страничку ВКонтакте LeadPro в Инстаграме, и все баллы ниже 80 баллов, ну просто ниже нет. И это настолько круто, у нее там какая-то своя система, и не нужно сейчас искать вот этих вот традиционных преподавателей, которые вам будут рассказывать, интересно, круто, классно, но в целом это не нужно, потому что вы тратите много времени на дорогу, на вот эти все вещи, на поболтать с подружкой. Я вот, например, на курсах литературы вообще просто там так зажигала. Вот. А тут вы просто сидите один на один с компьютером и с преподавателем, и вы готовитесь спокойно, размеренно к ЕГЭ. Ну ладно, про поступление в вышку. ЕГЭ нужны достижения. Вышка очень любит портфолио. Вышка любит, когда к ней приходят звезды, и она ищет себе звезд для того, чтобы потом, когда ты набиваешь высшую школу экономики, вываливались не только Тимати, но еще другие люди, которых они сами взяли и которых они вырастили. Когда ты сидишь на приемной комиссии в высшей школе экономики на собеседовании, ты прям четко чувствуешь, что они к тебе очень уважительно относятся, потому что ты потенциально принесешь им какой-то успех, можешь принести. И они тебе могут много дать, и вот то, что они могут тебе дать, это в тебе усвоится. Короче, вам нужно найти какой-то вот этот вот баланс, что и мне от них надо, и я понимаю, что мне сильно переживать не надо, потому что и я им нужен в том числе. Это очень облегчает жизнь. Ну и самое главное в вышке — показать свою мотивацию. Наверное, вот это самое главное. Ну и там технические вещи, типа писать эссе и так далее, приходите научу. Вот. Как ты считаешь, что нужно успеть сделать в школе и в университете? Я считаю, что в школе нужно успеть сделать такие вещи, которые запрещены до 18 лет. Но не потому, что это нужно обязательно сделать, а потому что в этом есть определенный такой азарт. Ну, наркотики — зло, сигареты — зло, алкоголь — зло. В этом есть определенный азарт. Например, давайте забраться на крышу. Это тоже запрещено. Но ты нарушаешь вроде что-то там как-то, какая-то такая движуха. В школе нужно обязательно понять, чего ты хочешь дальше. В школьное время, когда ты живешь с родителями, когда тебе покупают еду и оплачивают твое жилье в квартире под боком у родителей, нужно максимально воспользоваться моментом беззаботной жизни, во-первых, каким бы взрослым ты себе ни казался, и потратить это время на то, чтобы найти себя. Просите деньги родителей на, я не знаю, на конный спорт, на бальные танцы, на рисование по номерам, на журналистику, на новую камеру, на курс в Инстаграме, на курс по фрилансингу, на любые вот такие вот поиски себя. Не бойтесь, делайте, действуйте, трогайте руками. Сейчас можно потрогать руками все, и в школе это нужно успеть сделать, потому что в университет мы хотим прийти как бы уже зная, что мы там будем через 4 года. Вот это важно. Проходите профориентационные курсы в школе. Это круто, в УДГУ у нас их делают. Я проходила абсолютно потрясающий курс. Дается вот такая вот стопка бумаги, на которой написано все про тебя. И в целом у меня все как бы ровно по картинке. В университете обязательно нужно с первой секунды не зассать. Это важно. И начать знакомиться. Не испугаться того, что люди сейчас вокруг тебя стоят вообще неизвестные тебе.
не испугаться того, что у них могут быть какие-то угрюмые лица. Они точно так же боятся, как и ты. Постарайся найти какой-то вопрос, который ты можешь им задать. Ко мне подошла девочка и спросила: «Привет, слушай, а у тебя есть билет на день вышки?» Я такая: да, есть, вот могу тебе дать. Она говорит: хорошо. И мы с ней так дошли до парка Горького, сели рядом в круг, и хоп, слева оказалась еще одна девочка, такая: о, привет, типа, давай ты будешь с нами дружить. Ну, в общем, так мы и подружились. А потом девочка, которая сама ко мне подошла, она сказала, что: ой, сегодня вот не пришла моя подружка Аля, а вообще-то она завтра придет, у нее просто сегодня температура, и вот мы будем вместе, давайте завтра вместе поедем на учебу. И мы вместе поехали на следующий день на учебу, и вот мы дружим уже весь год. У нас есть своя беседа, свой комьюнити, свой аккаунт на 4 в Инстаграме, и мы такие прям подружки-подружки. И в университете это важно не потому, что ты будешь одиноким, может быть одиноким, а потому что все те, кто рядом с тобой сейчас сидят, потенциально твои коллеги. И когда через 4 года ты придешь работать, и тебе понадобится художник-аниматор, ты такой: Дэри, слушай, а у тебя есть на работе на твоей художник и аниматор? Она говорит: на моей нет, но вот у коллеги на прошлой работе на Мосфильме такие были. Понимаешь? И ты легко находишь то, что тебе нужно через людей. Между нами всеми должно быть одно рукопожатие. Вот смотри, мы не так давно с тобой разговаривали о том, что ты все-таки не хочешь быть именно журналистом, ты хочешь заниматься продюсированием. Расскажи, как ты к этой мысли пришла? Во-первых, давайте скажем, что такое продюсирование, потому что Да. есть какое-то туманное об этом представление, потому что профессия, по идее, новая. А продюсирование — это менеджмент, то есть это управление всеми процессами проекта. Если вы называете себя продюсером, вы берете на себя всю ответственность проекта. То есть нахождение спонсоров, несение материальной ответственности за то, что вы нашли этих спонсоров, и вы должны исполнить спонсорские обязательства. Вы должны найти локацию, вы должны договориться по бартеру, вы должны, если по бартеру не договорились, договориться по другому бартеру или найти деньги на то, чтобы это осуществить. Вот конкретный кейс. У меня сейчас приезжают мои ребята, с которыми я работаю, телеведущие, участвовать в блог-туре по Удмуртии вот 3 августа. И фишка такая, что они не оплачивают, блог-тур не оплачивают дорогу от города, где они живут, до Удмуртии. И мне, как продюсеру, нужно эту задачку решить. Я понимаю, что просто так, еще и за свои деньги, ехать им работать смысла вообще никакого нет. Поэтому я договорилась с организацией, для которой они проведут мастер-класс. Эта организация оплатит им дорогу, проживание и питание. Но когда нам объявили бюджет, я поняла, что этого бюджета не хватит. И мне нужно договориться с отелем на бартерное проживание. И вот я договариваюсь с отелем на бартерное проживание, и получается так вот из 3 пазлов я сложила одну поездку. Сколько будет еще подводных камней в дальнейшем, я не знаю. И вот этими всеми вопросами должен заняться продюсер. Как они доехали, поели ли они, переоделись, взяли ли одежду, там вот так вот. Мои парни называют меня мать. Люся, это как наша мать, вот. И это как раз работа продюсера, быть матерью проекта. И вы его можете как придумать, так и быть как бы таким покупным наемным продюсером, который контролирует все процессы. В целом это очень интересно. Вот такая вот работа продюсера, и я ей решила заняться случайно. Я попала на стажировку от «Газпрома» в Австрию, в Академию Energy for Life 2 года назад. Со мной приехала куча ребят, с которыми я сейчас дружу, мне кажется, лучше, чем со своими одноклассниками, потому что они мои коллеги, и вообще я их обожаю. И мы попали в одну группу, которая должна была спродюсировать шоу в Австрии. С нами работал режиссер, продюсер, сценарист, там, я не знаю, что он еще делает, таких проектов, как «Вокруг света». Это вот когда в Москве на Большом театре на всех зданиях высвечивают эти вот голограммы. Вот он сидит за пультиком, переключает. Очень крутой чувак, Григорий. И мы учились продюсировать. Никто ничего не знал. Но мы сделали крутое шоу, на которое приехала администрация города Франкенфельс, и им все понравилось. И я такая: блин, как же это круто, не спать ночь, искать людей на замкнутом пространстве. В учебном формате, конечно, но это вот так круто, что вы и бюджет придумываете, и пишете, что вам нужны в офис печеньки, это очень важно, без этого работа не пойдет, и оформляете свое рабочее пространство. И
ищете мерч, договариваетесь, звоните, бегаете, снимаете, подснимаете, переснимаете, перемонтируете, уговариваете, договариваете, и ночью будете: Макс, вставай, мы не досняли, вставай, вставай. Вот. И мне так понравилось, что я такая: блин, круто. А в кадре что-то я уже быть не хочу. Почему, если ты хочешь вроде как с одной стороны признания, с другой стороны ты выбираешь такую роль, которая находится за кадром и регулирует все вот эти вот процессы? А потому что, когда человек работает в кадре, его нанимает кто? Продюсер. Вот. И продюсер То есть может... это более важный да, человек? Да, ну не более важно, все важны. Тут вообще нельзя никакую часть выкинуть, но просто на тебя больше ответственности, соответственно, на тебя больше полномочий. Типа я могу сказать: ну ты плохо выглядишь, уйди вообще отсюда, просто ты нам не подходишь. Или я могу сказать, что: Лиза Росман, сегодня я тебе не дам бюджеты. Ну, к примеру. Твой первый проект. Вот Open Day в Австрии. А что было дальше? Дальше было круто. Дальше я поехала на фестиваль, детям дали камеру, и хоть я там и не работала продюсером, ну, то есть я не продюсировала какой-то свой проект, я работала ведущей, и поскольку у нас было всего 4 человека и режиссер, нам приходилось работать продюсерами. Мы составляли весь сценарий, мы находили людей, которые снимут нам дополнительный сюжет, мы там как-то репетировали. Ну, то есть в целом это тоже очень такой сложный процесс, который был, ну, многозадачный. Поэтому это он. Мы провели 2-часовой утренний эфир в рамках фестиваля на телеканале «Вся Уфа». Вот. А потом уже был, наверное, ХС-фактор. ХС-фактор, туда я попала вообще забавным образом. Нам на почту приходит рассылка от учебного офиса, и нам написали: хочешь спродюсировать проект для Netflix? И я такая: ну, конечно, хочу. Кто не хочет. Моя тема. Да, у нас как раз была пара в потоковой аудитории. И 300 человек, таких желторотиков, которые хотят вообще все в этой вышке просто. И всем приходит уведомление, пара останавливается, все вот так вот хором. Реально, все хором. И на первую планерку пришло 300 человек. 300 человек. А на последний, 4 июня, нас осталось 18. Вот, так вот отсеялся народ. И мы выпустили приложение, я вот выиграла грант на 500 тысяч рублей, сейчас я продолжаю выигрывать дальше, там долгий процесс. Я научилась писать сметы, документы, звонить в 3 часа ночи и думать, что это в принципе нормально. Защищать проект вообще вот так вот с ничего. Должна была защищать другая девочка проект, у нас случайно так вышло. Но она хорошо отметила защиту красного диплома и не проснулась. А я вообще сижу, в ус не дую. Просто мне без разницы. Я в этот день решила смотреть сериал. И вот мне звонит организатор, говорит: слушайте, а вы где? Я говорю: в смысле? У нас должна быть вот такая-то, такая-то. Она такая: а ее нет. Я такая: в смысле? И мы начинаем по всем чатам звонить, искать, где она, где она, где она. Она не берет трубки. Я думаю, может, она в зуме уже прям в этой конференции. Захожу, мне говорят: Людмила Порцева, здравствуйте, вы присоединились, давайте мы ждем ваш проект. И я такая думаю: блин, что такое? Я открываю WhatsApp и говорю: слушайте, сейчас я презентацию открою, демонстрацию экрана включу. А как у вас сегодня настроение, как дела? И в этот момент я пока заполняю паузу своими речами, я открываю WhatsApp и пытаюсь скачать презентацию, которую мы делали полгода назад. Это просто кромешный ад. Я ее скачала, открыла, показала, защитила, вообще не готовясь, просто вот так вот сходу. И это тоже умение принимать решения. Это тоже продюсирование. И вот потом у меня начался тоже вот этот вот travel-шоу. Расскажи, пожалуйста, более подробно о нем, потому что работа очень интересная, нестандартная. У нас сейчас очень много, в принципе, travel-шоу. Расскажи об уникальности именно этого проекта. Я не работаю с travel-шоу, начнем с этого, смешно звучит, но сейчас я объясню. Я не работаю с самим Первым каналом, я не работаю с самим форматом travel-шоу, я работаю только с его ведущими, которые медиатренеры. Они уже 8 лет преподают медиа, уже много лет с этим работают, у них много там подписчиков в Инстаграме, свои блоги, их любят дети, их любят взрослые, они могут про медиа рассказать настолько интересно, что ты, даже будучи дворником, захочешь стать медиа-человеком, медиа-персоной. Это очень круто, и вообще они мои друзья, мы просто были знакомы и дружили, и тут они написали, что они ищут пресс-атташе. Но по факту оказалось, что они ищут продюсера. Вот. Расскажи, что входит в твои обязанности, чем ты занимаешься в этом проекте?
Я вот занимаюсь всем тем, что не относится к креативу в области медиа. Я занимаюсь ответами там на почту, на какие-то предложения, рассылкой предложений на почту, проведением переговоров, зарабатыванием денег в том числе. Ну, как бы есть когда такая задача, мы стараемся заработать, я стараюсь заработать деньги. Я стараюсь организовать все таким образом, чтобы это было удобно всем. Как тебе удается без диплома уже продюсировать такие значимые проекты? В чем секрет? Секрет в том, что я начала еще до того, как вообще задумалась о том, что мне нужно получать диплом. То есть еще в школе. И, естественно, к моменту того, когда я пришла к приемной комиссии, я уже могла где-то работать. Соответственно, когда я устроилась на работу, я уже могла где-то работать. Дальше какие-то связи тоже. Вот я ездила по фестивалям, я там познакомилась с этими ребятами, мы подружились. И вот они, естественно, меня могут взять работать, потому что они меня знают и знают то, как я работаю. Ну вот и так, вот все через людей. Поэтому диплом здесь является важной штукой только в том случае, когда ты приходишь вообще без всего. И ты вроде, и работодатель вроде бы видит, что высшая школа экономики, красный диплом, но вроде не дурак. Сейчас это спрошу, это попрошу сделать, он сделает. Ну все, супер, давайте работать. То есть это какой-то больше ускоритель процесса. Над какими проектами ты работаешь сейчас или планируешь работать в ближайшее время? Сейчас я работаю... Именно как продюсер? Именно сейчас я работаю... Вообще моя должность называется пресс-атташе. Мне неудобно, если ребята это посмотрят, скажут, что ого, как она себя назвала. Вот. Но тогда это продюсирование. Я сейчас работаю только с тужуром. И уходить пока оттуда я вроде бы не собираюсь. Я работаю с ХС-фактором. Мы сейчас будем делать шоу в сентябре, когда мы вернемся, мы будем это все дальше продолжать делать. И что я планирую? Я, наверное, думаю, что я буду делать что-то свое, но пока я не знаю, что. И, наверное, когда я это придумаю, я об этом расскажу. Девись, как ты считаешь, обязательно уезжать из своего родного региона в какие-то крупные города, например, Москву или Питер? Или можно в своем регионе делать какие-то крутые вещи? Я думаю, что уезжать нужно тем и тогда, когда вы не знаете уже, что делать, откуда черпать вдохновение. Я знаю, что, вот, например, в Удмуртии есть прекрасная абсолютно Маша Сазыкина. Если, Маша, ты это смотришь, я тебя люблю, обожаю, восхищаюсь. Которая умеет создавать движуху, баламутить воду, создавать, привлекать разные другие всероссийские движухи на нашу удмуртскую землю. Я так не могу, потому что когда такое застойное время, когда рутина, я не могу, мне надо постоянно выбираться куда-то. А в Москве всегда движуха, и эту движуху самой создавать не очень нужно. Но вот сейчас, за время пандемии, когда мне пришлось полгода прожить в Удмуртии, я научилась тоже создавать сама себе движуху, я научилась это делать с помощью ноутбука, прямо не вставая с кровати. Я себе находила и придумывала работу любую, и уяснила, что придумывать работу себе тоже можно и нужно, и ты отлично себя встрепенешь. Если вы даже зайти на сайт Росмолодежи, вы уже потратите кучу времени как минимум на регистрацию, на то, чтобы найти то, что вам подходит, заполнить заявку. Это дико интересный процесс. И это продюсирование самого себя. Это умение выбраться из такого застойного момента, когда вам все уже надоело. И, может быть, привести новые мысли домой. Вот нужно находить какую-то золотую середину, понимать, зачем вы уезжаете, что вы будете там ловить, потому что Москва тех, кто уехал просто так, точно сожрет. А вот тех, кто приехал что-то добиться, наверное, она им даже поможет в этом. Что не хватает нашему городу, на твой взгляд? Людей, как Маша Сазыкина. Вот с такими вот глазами, которые будут... Круто, давайте делать, я готова, круто, давайте, обалденно, как она мне помогала делать документы для университета, вообще с легким сердцем и открытой душой. Вот таких людей нужно больше, которые будут мотивированы кем-то делать регион лучше. Ты сама планируешь вернуться? Нет, я не планирую. Но это я не планирую, но может случиться абсолютно всякое. В целом, потому что пока я не все съела в Москве, что я могла съесть и не все получила там, мне еще есть на каких полях попастись, вот. Но если
я пойму, что у меня есть какая-то идея, которую круто сделать в регионе и вызвать какой-то медиа-шум вот этой вот движухой, которую я придумаю для региона, это будет, наверное, классно, и это будет хорошая мотивация приехать, снять квартиру, вернуться, я не знаю, все что угодно сделать. Причем не только в Удмуртию, вообще, может, в любой регион я поеду и такая, блин, вот это нужно сделать в Коми обязательно, только в Коми и больше нигде. И я это сделаю. Вот. Я не хочу привязываться к месту, я даже не хочу думать про то, что я хочу себе купить квартиру к 30 годам. Да, ну зачем она нужна? Я буду путешествовать, снимать себе квартиры и делать свои проекты где угодно. Будем все-таки надеяться, что у тебя появится крутая идея, и ты привнесешь в Ижевск что-то грандиозное. Да, надеюсь, в Ижевске будут на это деньги. Теперь можно посмотреть, что в твоем телефоне, на кого ты подписан, какими приложениями пользуешься? Да, конечно. Наверное, надо так сделать. Больше всего я пользуюсь Инстаграмом, ВКонтакте и Телеграмом. Из таких уличных вещей, конечно, это такси, карты, метро. Вот. Ну, Сбербанк, Apple Music, Кофекс, кстати, для москвичей очень крутое приложение. Здесь можно набирать баллы за покупки в Кофексе, которые есть, мне кажется, на каждом углу в Москве. И обменивать потом на какие-то бесплатные... Да, обменивать на бесплатные напитки Мгм. или на десерты. Ты вообще много времени проводишь в телефоне? Да, очень. У меня вся работа в телефоне, у меня нет офиса, поэтому мой телефон мой офис. И мне нисколько не стыдно за то, что я могу провести 4 часа в Инстаграме абсолютно, потому что из этого Инстаграма я могу принести какие-то идеи. Расскажи, за кем ты следишь в социальных сетях, на кого ты подписана, может, Давайте. какие-то основные группы любимые. Артур Тарасенко очень крутой чувак. Вот за ним я слежу, он крутой лайфстайл-блогер. Вот, чтобы вы знали, для того, чтобы сфотографировать еду, он однажды приезжал в Ижевск, мы с ним виделись, и он снимает ее на видео и потом делает скриншоты, потому что формат видеосъемки, он чуть пошире, и камера видит больше аспектов, ну, больше как бы пространства, и можно выразить нужный момент. Почему ты учишься от него? Сфотографировать еду. Ну, нет, он пока у нас ничего не преподает, но вообще он преподает инфотеймент. Нет, я имею в виду, вот следя за его инстаграмом, что ты для себя открываешь, почему именно он у тебя Фотки должны впереди? быть яркие, в кадре обязательно должен быть красный цвет, кстати, это не его слова, но неважно. Ну вот, надо писать вкусно, и надо фоткать тоже вкусно. Ну, не знаю, я ничего не учусь, я просто наслаждаюсь, мне очень нравится на него смотреть. Расскажи, кого еще любишь смотреть в инстаграме? Я очень люблю смотреть, может, что закину, Марию Юркину, это наш удмуртский стилист, она скидывает какие-то вещи, какие-то, ну, вот такие штуки. Но ладно, давайте вернемся к тому, что мне поближе и будет пополезнее всем. Вот, кстати, еще для всех вас очень крутой блогер Диана Нуриева, она эко-тренер, она эколог, экологист, ну, эко-тренер, наверное, тоже. Она проводит кучу крутых мероприятий и просвещает в своем инстаграме о том, как нужно вести экологичный образ жизни, почему не нужно выкидывать пластиковый мусор в одну как бы посуду. Ты сама ведешь экологичный образ жизни? Нет. Вот, на этом мы закончим. У меня сегодня нету интересных сториз, потому что всего лишь 10 утра. Ты себе какой-то устраиваешь отдых от телефона? Есть Нет. у тебя такие дни? Я не отдыхаю от телефона, мне это вообще не интересно, потому что когда у меня есть телефон, у меня есть идеи. Короче, когда я о чем-то думаю, когда я иду по улице, я всегда думаю о том, что у меня есть какая-то задача. Например, у меня есть задача найти деньги. И я вот захожу в Инстаграм и просто листаю и смотрю на таргетированную на меня рекламу. И вот какая-то мне реклама попадается, например, 21 Coding — это какая-то школа программирования в Казани. Я думаю, она подходит студентам? Да, подходит. Это интересно студенческой аудитории? Да, зашибись, подходит. Все, пишем им, отправляем письма, просим у них 10 тысяч рублей. Вот, ну все как бы. Я вот этим готова заниматься бесконечно, это очень интересная работа. А ты не устраиваешь себе такую рефлексию, когда ты просто анализируешь всю собранную информацию, там, погружаешься в себя, копаешься, ищешь ответы на глубинные вопросы? Мне очень вредно рефлексировать и копаться в себе, потому что у меня будет невроз, из которого я только что вышла, избавилась, и мне лучше этим не заниматься. Я просто думаю, вот, знаешь, очень скользко и поверхностно, не углубляясь в дебри и болото своей души, я просто вот стараюсь, да, как-то мельком просмотреть, чтобы не найти там миллион проблем у себя в голове, это вообще не надо никому. Давай заглянем к тебе ВКонтакте. Так. Топ твоих групп, топ-5. Это
мой ученик Эдуард Логинов, который поступает на медиакоммуникации в Высшую школу экономики. Ты его готовишь к поступлению? Да, я его готовлю к поступлению. Очень талантливый мальчик. Пришел ко мне полным дураком. Я после окончания занятия, которое было, кстати говоря, в прошлую пятницу, мы снимаем 16 июля, прошлую пятницу, он не знал вообще ничего. Сегодня он пишет обалденные анализы медиапроектов. Прям к ним даже не придраться. Рандеграунд, беседа, в которую я зашла полгода назад, и так и не решаюсь из нее выйти, так же, как и не решаюсь пойти с ними на тренировку по бегу в Москве. Вот, но это просто группа бегового клуба. Розалия Тукаева, абсолютно гениальная моя подруга, девочка, это оператор с глазищами просто потрясающе прекрасными, которая видит и прекрасно монтирует, у нее очень, очень рукастая и очень гениальная и талантливая. Это моя сестра Александрина, это интересно. Давай тогда заглянем еще в твои группы. ШПММ. Очень, очень важное сообщество в моем телефоне. Здесь собраны все мемы про продюсирование, журналистику, про продюсирование проекта ХСЕ «Фактор». Вот. Результат штурма ХСЕ «Фактор» — нестандартное сексуальное развлечение. Ну, то есть здесь собран весь трэш, весь ад за кулисье работы продюсера ХСЕ «Фактор». Это похоже на прохождение годового курса армейской подготовки. Вот примерно то же самое, только здесь уже в образе шуток. Это основное сообщество в ХСЕ «Фактора». Подписывайтесь, потрясающая абсолютно группа. Смотрите, какое у нас классное оформление. Higher School of Memes. Без этого не живет ни один вышкинец. Тут собранные мемасики из Высшей школы экономики. Да, конечно. Здесь, ну, как бы главные новости Высшей школы экономики тоже в формате мемов, потому что их намного проще воспринимать. Например, про то, что нам переделали расписание. Школа журналистики Журка-Мурка. Вот, я у них смотрю дату вступительных испытаний, какие-то основные фишки, а еще я им даю интервью, поэтому я решила из уважения подписаться. Медиа Крым, Роскультцентр. Это то, чем можно пользоваться всем, кто сейчас хочет быстро куда-то поехать, поучиться, научиться. Здесь тоже собрана информация про медиа, про Крым, про журналистику и про фестивали. 300 тысяч в год на жюри и медиа за. Это формат тоже группы с мемами, но и с важной информацией в том числе. Про нормативные акты здесь тоже пишут. 300 тысяч в год за новое расписание. 300 тысяч в год за возвращение Чертан. За то, что слова Куприянова подозрительно похожи на дискурс современной российской власти. Видите, тут как бы собраны мамкины интеллектуалы, вот, и они пытаются интеллектуально шутить. Группа «Общаги» в Дубках. Здесь, это абсолютно прекрасная тоже группа, очень ее люблю. Здесь можно купить, продать все, что угодно. Однажды у меня закончилась еда, и я думала, что я сегодня не буду есть. Но я зашла в группу Дубков, и девочка написала минуту назад: ребята, 3-й корпус, кому нужна индейка? Уезжаю сегодня, на завтра стухнет. Я такая, сегодня у меня будет на обед индейка. Ну, то есть здесь можно найти абсолютно все и продать тоже абсолютно все. Давай заглянем в свой Телеграм. Вот, здесь уже более умный контент, о котором я могла бы рассказать в Инстаграме, но я сбилась в смысле и решила уйти в развлечение. Алексей Венедиктов, Лентач, Тина Канделаки, Артемий Лебедев, The Вышка, Студенческий совет НИУФШЕ, Маргарита Симонян, Татлер Батлер. Так. В основном связано с медиа и журналистикой. Да, здесь я читаю новости, и новости университета, и немножко сплетен еще. Вот «Голубь мира» — это Яна Рудковская, которая постоянно устраивает какой-то лютый трэш. Но на самом деле за ней обалденно наблюдать, она очень крутой продюсер. Как она на хайпе умеет, на грязном пиаре продюсировать и при этом оставаться такой просто голубем мира. Вот это, гениальный тоже талант. Вот. Из самого любимого, что я читаю прям постоянно в Телеграме, это Тина Канделаки и Лебедев, потому что у Лебедева очень интересные, очень сатирические и очень, какие-то, может быть, важные посты. Вот последние отношения к спорту. Есть 2 спорта. Просто физическая активность и профессиональный спорт. Профессиональный спорт — это говно. Это люди тупо ухайдокивают себя ради непонятно чего и всегда в результате остаются. Редкие профессиональные спортсмены вовремя соскакивают и становятся нормальными людьми. Так что нет смысла про это говорить. Вот. Люся, расскажи, как круто снять сторис в Инстаграм. Вот так вот берешь, нажимаешь кнопку «Запись» и начинаешь записывать сторис о том, что сегодня у меня берут интервью. Это ведущая Дарина. Привет. Здесь за моей спиной стоит, перед моим лицом, точнее, стоит команда оператора. Вот, и мы записываем сегодня профориентационный ролик про
Главное выучить текст, на самом деле, который вы хотите сказать. И, разумеется, есть несколько советов для тех, кто хочет начать снимать сторис, но боится. Придумайте, о чем вы будете говорить. Просто заложите себе это в голове. Хотя бы первое время всегда продумывайте, что хотите сказать. Когда начинаете, второй совет, когда начинаете говорить о том, что у вас что-то происходит в жизни, вы начинаете записывать это на камеру, скажите в голове, типа, Кать, слушай, сегодня у меня берут интервью. И тогда ваша речь будет больше похожа на дружеский диалог, на какое-то такое миленькое общение, и будет у вас самих больше свободы. Либо начните его с какого-нибудь слова типа сегодня у меня берут интервью, чтобы быть как бы на расслабоне. Поймайте настроение, которое нужно именно вам, и тогда у вас будет очень простая, непринужденная, спокойная речь. Ну и самое главное, это позаниматься техникой речи. Для этого я предлагаю сейчас нам сделать одно упражнение, которое поможет размять наш речевой аппарат. Оно очень смешное. Давай, сейчас мы надуваем щеки. Выдуваем воздух. Втягиваем щеки и вытягиваем губу в трубочку. И снова так делаем. Теперь мы улыбаемся. Улыбаемся всеми зубами. И губы в трубочку. Улыбаемся. И губы в трубочку. Теперь мы вдыхаем воздух носом, как будто цветочек понюхали. И на одном дыхании. Намели мы лениво, налима, ловили и меняли, налима мы вам на линя, не меняли любви, вы так мило молили, в туман или маном манили меня. Важно артикулировать каждую букву, чтобы болела каждая мышца вашего рта. Мы выдуваем воздух и как бы пропеваем это намели мы лениво, налима, ловили и меняли, налима мы вам на линя. Когда вы будете уверены, что каждое ваше слово и каждая ваша буква понятны и читаются в кадре, тогда можно будет уже переходить к записи сторис. Ну и последнее. Это смотреть в камеру. Это самое-самое сложное, смотреть прямо в объектив, в эту маленькую черную точку. И здесь вам поможет только тренировка. Люсь, ты сама с какой попытки записываешь сторис? Обычно я могу записать с первой попытки, потому что мне без разницы, что у меня в Инстаграме, я его веду так для прикола, для друзей, для себя. Но могу и там из третьей, из пятой, из десятой, если мне нужно сказать какую-то важную информацию, я забываю какое-то слово или неправильно проговариваю это слово, ну, то есть если допускаю какие-то ошибки. В целом, каких-то эмоциональных блоков, что вот я сейчас смотрю на себя, мне не нравится, как у меня здесь падает тень на правый или на левый глаз, ну, такого нет, это меня вообще не парит нисколько. Люсь, расскажи для поклонников, которые у тебя прибавятся после нашего видео, где тебе можно читать, смотреть. Меня можно в Инстаграме Порцева Люся, меня можно ВКонтакте Люся Порцева. Телеграм, Телеграм, да, Телеграм Журналюда. Да, Телеграм Журналюда, вот вам ссылку здесь где-нибудь тут вот напишут. Вот. И мне можно писать, и со мной можно общаться. В целом я не такая неприятная, как кажусь с первого взгляда, вот. Поэтому я всегда рада дать какой-то совет, научить тому, чему я сама училась много лет, и поделиться своими какими-то знаниями. Спасибо большое, это было гениально. Спасибо.